Здравствуйте, дорогие зрители! На государственном канале сегодняшнего дня стартует новый проект «Экономическая среда». Учитывая сложившуюся сложную экономическую ситуацию в нашей стране, мы решили создать телевизионную площадку, на которой ответственные лица, чиновники и представители научного сообщества могли бы совместно обсуждать экономические проблемы и рассказывать нам с вами о путях выхода из сложившейся ситуации. Очень надеемся, что данная передача будет информативной и интересной для вас. Ну что, начнем? Темой первого выпуска мы выбрали подведение итогов деятельности Государственного таможенного комитета Республики Абхазия за 2020 год. Для этого мы пригласили в студию заместителя председателя Государственного таможенного комитета Сергея Гурамовича Гадлия. И научное сообщество сегодня у нас в студии представляет директор Института экономики и права Академии наук Абхазии, доктор экономических наук Заур Иванович Шалаша. Перейдем к теме, и говоря о внешнеэкономических связях, в принципе, когда мы говорим о таможне, первое, что приходит мне на ум, это товарооборот. Расскажите, Сергей Гурамович, какие показатели товарооборота, увеличился или уменьшился он в 2020 году, какие показатели экспорта и импорта? Добрый день, да, говоря о товарообороте, да, хочется сказать, что в этом году, да, товарооборот составил 26,5 миллиардов рублей, что в сравнении с прошлым годом, да, на 563 миллиона больше. Но такие радостные цифры, да, увеличение в 3% товарооборота, к сожалению, из-за той ситуации, из-за пандемии, из-за тех ограничений, которые были введены, это показатель вывоза экспортной продукции, который, то есть, в этом году вырос по многим параметрам в разы. Да, если разделить, да, товарооборот на импорт и на экспорт, то есть импортный товарооборот в данном случае на 1%, да, уменьшился, а оборот, то есть экспортный, увеличился, то есть на 15%, на 15,2%. То есть это связано с большим вывозом, то есть сельхозпродукции, да, в части цитрусов. Мандарины были вывезены порядка 50 тысяч тонн за период. Могу больше сказать, эта цифра не конечная, вывоз мандарин продолжается и по сей день, он не остановился, очень много, то есть, урожая. Также по показателям в плюсе мы идем и по ореху лесному, фундуку, и очищенному, и неочищенному, то есть у нас показатели в данном году гораздо больше, да, чем в прошлом. Если в этом году, то есть мы в 2020 году вывели 2200 тонн, то в прошлом году, то есть их было всего 60 тонн, если мы говорим, то есть серьезное увеличение. Также мы вывезли больше хурмы, больше фейхоа, киви, клубники. И вот клубника вообще это новый товар, да, на нашем рынке. И достаточно серьезно развивается. Просто для примера, если в 2019 году было всего лишь 13 тонн вывезено, то в этом году, то есть, вы вывезли 280 тонн. Да, то есть серьезное увеличение. Это новые наши продукции, новые абхазские бренды, которые завоевывают потихоньку рынок и имеют популярность. По экспорту минусовые показатели на экспорт нашей продукции винной, да, который из-за введенных ограничений, как и в нашей стране, так и в России, все знаем, да, с марта были введены серьезные ограничения и по передвижению, и в самой России, то есть и у нас. На это повлияло на то, что если мы говорим, то есть, о вывозе продукции вина, которые, то есть, достаточно, то есть, серьезные были каждый год, да, то показатели здесь уменьшились. Как раз таки показатели уменьшились в период с марта, апреля, то есть июня. Но мы так и не вышли на показатели, в один из месяцев мы не превысили вывоз продукции, да, виноматериала. Скорее всего, то есть это вывод введенных ограничений.
Но мы, с другой стороны, мы вывезли, например, то есть лом черных металлов в этом году, то есть, ну, гораздо больше, да, чем в предыдущем. И вот эти все показатели дали возможность экспорту, так скажем, общий товарооборот поднять на уровень того, что мы, то есть, ну, там превысили, то есть на 3%, то есть по показатели, то есть 2019 года по товарообороту. А что касается импорта структурно, можно будет нам сказать, чтобы мы понимали, какие в основном товары завозились в страну вперед? Но, говоря про структуру, то есть структуру импорта, она также, если мы говорим, давайте, то есть ближе к цифрам, да, в 2020 году, да, товарооборот по импорту составил 19,7 миллиардов, что по показателям 2019 года на 345 миллионов меньше, на 1,7%, ну, всего лишь меньше оборота, но зато поменялись товарные позиции, которые, то есть, стали завозиться чаще. Если брать, ну, так скажем, те продукты, товары, которые чаще завозятся в страну, говоря, то есть, о тех же продуктах питания, да, то есть они были, то есть, завезены, если 4,8 миллиарда был товарооборот в 2019 году, в 2020, да, 4,6 миллиарда. О чем это говорит? Это говорит о том, что курортный сезон, который у нас начался, все мы понимаем, да, на 2-3 месяца позже обычного периода, не дал возможности завозить на рынок товары, там, скажем, из потребительской корзины. Не было необходимости. К концу августа начались увеличения ввоза продукции для обеспечения наших гостей, которые приезжали. То есть туристическая сфера повлияла на импорт, на показатели импорта? Да, это закономерно. Как только у нас нету гостей, наши показатели то есть, будут держаться на одном уровне. Ну, все понимаем, что, например, то есть увеличение, если 639 то есть, миллионов было товарооборот по медикаментам в 2019 году, то в 2020 все понимаете, с чем связано, 827 миллионов. Вот здесь мы в плюсе, мы завезли медикаментов гораздо больше, да, то есть, чем в предыдущем году. Это связано, да, с ажиотажем, с паникой, люди закупались впрок, и все понимаем, много заболевших, люди вынуждены, то есть, приобретать медикаменты, и, то есть, рост ввоза медикаментов, несмотря на гуманитарную помощь, те, которые, то есть, в продажу попадают, то есть, она выросла. По топливу, соответственно, меньше, ну, это все тоже говорит, не приехали отдыхающие, не залили себе в машины больше бензина, но это все везде. Также и по табачным изделиям, и по алкогольной продукции, по стройматериалам. Как раз таки и показатели того, что мы, то есть импорт не достиг, да, даже уровня 2019 года. Хотелось бы отметить, что товарооборот в случае администрирования для таможни имеет, конечно, очень важную роль, но товарооборот такое дело, на которое влияет и курс доллара, и инфляция, да, оно не является показателем количественного ввоза. Если мы перейдем к количественному ввозу, то у нас цифры окажутся гораздо ниже, да, потому что, то есть, все знаем, то есть доллар вырос в 2020 году там, с 60 до 80 рублей, плюс внутренняя инфляция, плюс удорожание цен в России даже на продукты первой необходимости, да, все это увеличило товарооборот, но уменьшило количество, то есть количественные показатели. Да, тут интереснее будет для изучения именно то количество, которое, то есть товаров было завезено, вот оно реально меньше, и так пагубно сложилось на этом всем. А товарооборот такой, то есть небольшие потери в пределах, да, то есть можно подумать в пределах нормы, но если переходить к количеству, там, конечно, идут, то есть уменьшения. Сергей Курамович, вот еще хотелось бы спросить про показатели по постам ПСОУ, Сухум, ГАЛ. Какие показатели? Тоже сильно уменьшились? Вот тут, да, вот тут, конечно, если мы говорим по показателям товарооборота, пока обсуждаем, не переходим к платежам, да, то есть все-таки разделяем товарооборот и платежи. Если говорить по товарообороту, то вот взять, да, по Сухум,
Он практически 59% товарооборота, на посту ПСОВ 24% и на посту акцизном 16%. Всего лишь 1% товарооборота у нас в Гальском управлении. Вы знаете, что единственный разрешенный для вывоза для коммерческих целей товар является, то есть орех-фундук. Вот я как раз хотела спросить Да. про товары, которые завозятся. Завозятся. Если мы говорим о ввозе товаров, да, то по постановлению президента разрешены для ввоза через то есть границу с Грузией товары для нужд Ингургеса, для личного пользования и для международных организаций. Если мы говорим только об импорте. Также хотелось бы сказать, что с марта месяца с введением ограничений граница с Республикой Грузия практически закрыта, то есть нет передвижения людей. Сегодня такая ситуация, если говорить по нашей восточной границе. Еще интересно было бы узнать вот таможенные платежи структурно. Я смотрела данные, которые прислал нам статистический отдел. И, кстати, вы, гости, тоже можете на планшетах видеть эти данные. А планшеты нам предоставил магазин 30 секунд, за что им большое спасибо. Я, когда изучала данные, увидела, что некоторые показатели, такие как НДС, акцизный налог, пошлина на импорт, вот некоторые из них увеличились, некоторые уменьшились. Вот расскажите нам, почему так происходит? Ну, если говорить, то есть уже переходим к платежам, общий объем платежей, да, составил 1 миллиард 896 тысяч. Было пронесено в бюджет Государственного таможенного комитета. Львиную долю из этого всего составляет НДСная группа. В 2019 году это было 46%, в 2020 году это 45%, небольшое изменение. В принципе, все остается в тех же нормах. Если говорить о таможенном сборе, он вот неизменно с прошлого года остался на уровне, то есть 15%. Если говорить о таможенной пошлине, 29% от общего числа в 2019 году было и 26% то есть в этом году. Акцизный налог в прошлом году был 8%, в этом году 12%. Это объясняется тем, что с 1 января 2020 года была увеличена ставка акцизного налога на ввоз подакцизной группы товаров, то есть это алкогольной и табачной продукции, была изменена ставка, это что дало возможность дополнительно принести в бюджет 86 миллионов. Говорит как раз таки об изменении с 8 до 12%. Плюс 2% оставшиеся, то есть это прочие наши, то есть расходы, наши прибыли, то есть это штрафы, это пени, это сборы за выдачу лицензий, аттестатов, то есть и так далее, всего лишь составляет, то есть, 2%. Заур Иванович, мне интересно, да, мне бы интересно было узнать ваше мнение как ученого вообще про Я бы НДС. хотел еще прокомментировать ученого. некоторые Да, показатели. Если вы начали передачу, то, что мы находимся сегодня в условиях, можно сказать, глубокого кризиса, но мы должны наш период, сегодняшний период, сравнить с нашей историей, экономической историей. У нас в 2000-х годах, конец 90-х, подобная история была в Абхазии. В тот период наше правительство создал мощный такой штаб, возглавлял премьер-министр под руководством, все это дело с президента страны, работал все для преодоления кризиса. И вот как раз если мы перейдем к тому периоду, и касательно внешнеэкономической деятельности, это единственный период в Абхазии, в истории Абхазии, современной Абхазии, послевоенного периода, когда товарооборот именно положительное сальдо имело. То есть экспорт впервые в 1999 году превысил импорт на 25 миллионов рублей. Это означало, что, вот мы говорим, кризис в России, в других, так раз курс доллара упал, и Россия не могла покупать за границей многие виды товаров, но в тот период у нас товарная структура сегодняшняя была другая. И винная продукция занимала по экспорту высокую долю, или цитрусовые, они всегда были у нас, к счастью.
а вот чайная продукция и так далее. У нас много сельхозпродукции, что производили в Абхазии, вывозилось. И это позволило достичь как раз положительного сальдо, когда экспорт на 25 миллионов превысил импорт. И потом вот здесь говорилось о том, что у нас в связи с этой кризисной ситуацией, ограничительными мерами сократился импорт. Это как раз научное сообщество, и я в том числе, мы оцениваем как положительный фактор. Потому что когда у нас появилась вот эта острая фаза пандемии, до этого наше правительство все-таки смогло ориентировать наше местное население любыми путями производить возможные виды товаров, которые можно было бы, чтобы использовать, потребить в этих условиях, в ограничительных условиях. И вот даже вот самые первые экспортные виды продукции, здесь, я думаю, в отчете это есть, когда наши производители клубники в Абхазии вывозили организованно, без препятствий. Это благодаря усилиям нашего таможенного комитета, это надо отметить. И сами производители положительно оценивали деятельность таможенных органов в тот период. И это тоже позволило нашему бюджету получить определенное поступление в доходную часть госбюджета. Это второе. И третье, вообще, я хотел это отметить особо, вот эта тема таможенно-тарифного регулирования, изменения таможенного законодательства, последствий и так далее. В нашем институте активно занимаются 5-6 ученых, которые работали в практике и в системе государственной власти, и в региональном уровне. То есть мы эти проблемы уже изучаем в пределах 2 лет, как наш институт создан, и в том числе связанные с этой проблемой, с антикризисным управлением на уровне предприятий, организаций. И вот мы уже это отмечаем, что таможенно-тарифное регулирование в Абхазии только начинает обороты, и мы будем, я думаю, в следующих блоках нашей передачи затрагивать наши мнения, но вы конкретный вопрос задали по поводу, связанного с введением так называемого ввозного НДС, потому что у нас в обществе на самом деле мы следим в средствах массовой информации, особенно в интернет-ресурсах, иногда вводят специально в заблуждение население или по непониманию, не знаю, какая причина, но в всяком случае внутренний НДС всегда был, я депутатом парламента был с 1996 по 2002 год, но до этого в 1994 году было с нашими учеными из АУГУ и специалистами у нашего государства, органов власти, правительства разрабатывали как раз проект закона тогда по НДС, в том числе и все налоговое законодательство, а позже уже и таможенное законодательство. И к чему я хочу сказать, новый закон принят, но вот этот закон, на самом деле, назвав его ввозной так называемый НДС, по содержанию он не соответствует предназначению. Налог на добавленную стоимость означает, не вся сумма товаров ввезенной должна быть облагаться, как у нас сегодня, там 10% плюс 3 таможенный сбор, 13%. Это большие обороты, большие объемы облагаются налогом до того, как он продан еще. Но сейчас, по представлению президента, парламент принял решение, я так знаю об этом, о возможности отсрочки там на 3 месяца уплаты платежей по ввезенному виду продукции, то есть что позволяет и продать, и потом. Но в сам принцип обложения он неверный. Почему? Потому что внутренний налог на добавленную стоимость облагается не со всего объема произведенного товара, а только добавленная стоимость. Это расходы на оплату труда, на другие повышающие его стоимость, вычитывая стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов. А тут вся завезенная продукция. В этом случае у нас в советском периоде еще был налог с оборота. Об этом тоже говорят предприниматели. Тогда легче и лучше для таможенного администрирования облагать вес оборот ввезенный, но назвать его налог на трансграничный оборот или на импорт и так далее. А так мы вводим в заблуждение наших внутренних плательщиков налога, которые ввозят из-за границы. Вот это как раз создает очень большие неудобства самим предпринимателям. Они об этом уже известно, не буду долго говорить, но неоднократно обращались в органы власти,
в парламенте была создана комиссия в парламенте с участием органов, специалистов исполнительной ветви власти, министров. И я был включен в эту комиссию. Мы разработали согласованно со всеми участниками окончательный вариант под руководством министра по налогам и сборам. Это того периода и нынешнего министра Курмазев Даур, он был председателем нашим. Какой год это? Это был 2019 год, окончательный вариант. И нынешний министр финансов входил в эту группу, но попозже, последняя комиссия была уже президентская комиссия. Там человек 5-6 оставалось, уже окончательно по разным причинам, вы это знаете про политические ситуации и так далее. Но окончательный согласованный вариант с таможенным комитетом, Министерством по налогам и сборам, администрацией президента и письменно наше участие было представлено. Вот этот вариант почему не принят сегодня парламентом, мне очень трудно. Почему? Потому что мы письменно от Института экономики и права представили, что мы считали нужным и в администрацию президента, и в парламент. Ну, потом решили общую комиссию. Ну, пусть будет общая комиссия, но самая главная проблема не разрешена сегодня. Я ваше мнение поняла, спасибо, Заур Иванович. Ну, там какие изменения должны быть, мы письменно представили, они есть и в администрации президента, и в парламенте. Если нужно будет, мы можем его повторить. Может по-новому. быть, в будущем мы посвятим передачу Да, теме отдельно, да, НДС. надо Да. будет, да. Я хотела еще вот в первой части передачи еще хотела бы вот узнать у вас о поступлениях в бюджет. Общий объем платежей в 2020 году составил 1 миллиард 896 миллионов. Мы говорим о том, что 46% из них в 2019 году был НДС, 45% то есть было в этом году. Если то есть, говорить конкретно по цифрам, то есть импортных платежей фактически было начислено 478, да, а в 2019 533, то есть минус 55 миллионов. Если говорить по экспортной пошлине, то в 2019 году было 14 миллионов, в 2020 18,3 миллионов. Сбор для импортных товаров в 2019 году был 216 миллионов, а в 2020 году 214 миллионов. Сбор по экспорту уменьшился, да, естественно, соответственно, уменьшился на 1,9. Сбор по экспорту в 2019 году составлял 54,9 миллионов, в 2020 году 58, то есть и 2. То есть акцизные налоги, да, 156 миллионов было в 2019 году, 232 миллиона в 2020 году. Я объяснял, почему такой плюс, потому что было принято решение с 1 января увеличить акцизный налог, что дало вот в плюсе 76 миллионов. То есть по акцизным маркам, да, то есть как один из видов наших платежей, 35 миллионов было в 2019 году и 29,7 миллионов в 2020 году. Это, соответственно, завезли меньше алкогольной и табачной продукции. Да. Ну вот по НДС, если говорить, это 864 миллиона было начислено в бюджет в 2019 году, 853 миллиона в 2020 году, минус 10,8 миллионов за этот период. Ну вот прочие сборы лицензионные, сборы пени, штрафы, аттестационные, то есть сертификаты, отсрочки значительно выросли. Если в 2019 году их было 3,5 миллиона, то 12,4 было в 2020 году, плюс 8,9 миллионов. Соответственно, если подводить итоги, сравнивать 2020-2019 год, миллиард 876,5 миллионов было в 2019 году и миллиард 896 миллионов в 2020 году, плюс 19,5 миллионов от показателей 2019 года. Да. На этом первая часть нашей передачи, ознакомительная часть, завершена, и мы переходим ко второй части, в которой будем говорить о проблемах, с которыми сталкивается Государственный таможенный комитет. Сергей Гурамович, расскажите, с какими проблемами сталкивается Государственный таможенный комитет, вернее, какие проблемы перетекают из года в год?
Ну, говоря проблему, да, правильно вы разграничили. Есть проблемы, которые нам принесла пандемия и все ограничения, да, к которым мы точно не были готовы, не планировали, и то, что невозможно, не имея опыта, запланировать. И есть проблемы насущные, которые, то есть, из года в год. Если их разделить, ну, с чем мы столкнулись в период, да, введения ограничений и пандемии, это самое главное, да, наверное, в наших условиях, это человеческий ресурс, которые, то есть, были вынуждены сократить численность людей, находящихся даже на границе на ПСО, здесь в Сухуми при административном, при контроле практически в половину, да. Люди находились на карантине, очень много было заболевших из-за того, что мы, так скажем, в первой линии, да, взаимодействия с товарами, с людьми, где было очень много людей, которые, то есть, ну, заболели на работе. Если эту проблему рассматривать, то, конечно, нужно было бы каким-то образом все органы, представленные на границе, и все органы, которые контактируют так или иначе с возможными переносчиками болезни, если мы там вспоминаем март, апрель, май, да, ну, были обеспечены, ну, мягко говоря, не совсем, да, что-то своими силами, что-то за счет средств таможенного комитета пришлось пересматривать часть расходов на приобретение средств защиты. Уходит огромное количество средств. Приведу там пример. Отдел оформления на ПСО состоит из 5-6 человек. Они сидят в маленьком помещении, да, и если один из них заболевала вся смена. А это очень специфическая, то есть, работа, одно из направлений, да, таможенного, ну, контроля, это оформление, да, что их уже заменить нечем, да. Приходилось объединять оформителей, учить других людей, которые занимаются другим контролем, обучать их, и к этому, то есть, ну, оказались, ну, выходили из ситуации, которая, то есть, складывалась, то есть, по ходу. Если мы, например, да, понимаем, что эта пандемия не закончится завтра, то нам и 2021 год надо планировать тоже только с учетом вот этого всего. Нужно обеспечивать людей, которые занимаются, я не знаю, доходной частью бюджета, которую ее приносят. Не только мы, да, то есть и другие органы, и пограничники, которые занимаются контролем, обеспечивать, учить, как обезопасить себя, то есть и свою семью, ведь после работы, после сутки дежурств. Вот еще проблема, с которой вы столкнулись, вы мне до этого ее озвучивали, это то, что в период пандемии вы не смогли отправить на повышение квалификации своих сотрудников. Это в планы ежегодного входит, но из-за того, что, то есть, были запрещены встречи, мы перешли на онлайн обучение. Но все-таки, то есть, интенсивность уровня повышения квалификации, она снижена. Она сейчас не полностью остановлена, но требует еще большего общения из-за усовершенствования систем контроля и в Российской Федерации. То есть мы должны знать, да, как происходит там система контроля, чтобы и своих участников, экспортеров, то есть информировать о том, что происходят те или иные изменения. Для этого всего нужны встречи, нужны выезды. Это была хорошая практика, да, с ФТС в Российской Федерации были приостановлены и поездки, и обучение, и, то есть, получение второго высшего специализированного, то есть, образования, которое там выдается. Это вот приостановлено. Это тоже одна из проблем, связанных с пандемией. Говоря о проблеме масштабной, знаете как, вот здесь говорили о том, что, то есть, в 90-е годы, когда писался таможенное законодательство, да, когда был принят таможенный кодекс, реалии в мире были абсолютно другие. Да. Сегодня мы пришли к этому, мы развиваемся, мы выходим на новые уровни, но оставаться с старыми положениями, со старыми законами, с вообще системой администрирования, та, которая, то есть, если в тот период, то есть, 2 поста там работала и львиная доля контролировалась на посту ПСО, да, то сегодня какими-то, то есть, шагами мы перенаправляем грузопоток импортный вглубь страны для более качественного и
так скажем, быстрого, удобного для участников внешнеэкономической деятельности контроля, да, без ущерба, конечно, контроля по процедуре доставки мы сюда доставляем. Но что происходит? У таможни нету своих площадей, нету своих складов временного хранения, нету своих терминалов, где можно было проводить реальный контроль того, что происходит. Все эти Как осуществляется тогда сегодня это? на складах у наших участников внешнеэкономической деятельности. Вы берете в аренду? Пример. Нет, мы не берем, мы приезжаем на их площади и работаем. От этого мы ограничены в своих ресурсах, по времени проведения контроля. Это все, ну, так скажем, то есть уже точно прошлый век. А ведь контроль должен быть абсолютно беспристрастным и технологическим. А все новые технологии стоят денег, стоят То есть мы подошли к тому, что финансовое проблема — это финансовое обеспечение. знаете как, финансовое обеспечение — это следующий этап. То есть первично, по мне, вот сегодня мы занимаемся, да, концепцией развития таможенных органов на 5-6 лет вперед. То есть не зная, что ты хочешь, просить у государства деньги, да, ну не совсем правильно, да. Мы решили, вот уже год этим занимаемся, объемная работа, никогда такого, то есть, не происходило. Занимаемся, пытаемся представить со своей профессиональной точки зрения, как должны работать таможенные органы в ближайшие там, 5-6 лет. И эта концепция первая, которая будет нести за собой, то есть, вторую, третью, чтобы идти в ногу со временем. Да. Для этого, конечно же, одна из основных идей концепции, да, перенос контроля внутрь страны, но не задействовать только Сухумскую площадку, да, а чтобы все регионы деятельности были задействованы. То есть можно было, если ты везешь товар в Гудауту, то есть приезжай в Гудауту и занимайся, то есть, контролем там, в Галлии, в Ачимчире, особенно, да, то есть в депрессивных регионах, где создание таможенного логистического терминала бы привлекло бы дало бы работу не только участникам внешнеэкономической деятельности и самим таможенникам, но и всем остальным структурам. Да, это и таможенные брокеры, это и, я не знаю, там бы создались, и была бы построена дорога, и освещение, и связь, и налоги, были бы больше инфраструктура, да, так скажем, да, побочные, то есть прибыль бы, она была не только в таможенных платежах, да, но и во всех остальных. Также мы предлагаем в этих терминалах создавать, чтобы были представлены все контролирующие органы, выдающие документы, сертификаты, чтобы участник внешнеэкономической деятельности, попав на эту территорию, да, не бегал по стране за справками в одно, в другое место, в третье, да, где бы стояли банковские терминалы, где бы он, приехав туда, мог совершить все свои процедуры и, выехав оттуда, закончив это и быстрее, и качественно. Плюс внедрение новых технологий, где от человеческого фактора будет зависеть гораздо меньше. Да? Это и программное обеспечение, которое невероятно дорогое, да? Это и технические средства контроля. Ну, так, если как пример приводить, да, вот есть в России, да, мобильные досмотровые комплексы, да, где машина заехала, просветилась, видно, есть нарушение, нет нарушений, уехал. Это занимает 15 минут времени. Сегодня досмотр транспортного средства 20 тонн будет занимать 5-6 часов у одного инспектора. Это ведь и человека часы, это ведь и скорость, это ведь и, возможно, порча продукции от выгрузки и загрузки назад. Если это все концепции занимаются, когда концепция как понимание, что нужно не стоять на месте, а идти вперед, то есть госорганами будет, то есть кому мы, то есть подведомственно будет принято, что это надо делать, только потом можно говорить о том, сколько это будет стоить, да, как это финансировать. И это ведь не за один год делается, да, это, я говорю, 5-6 лет, это только начало, это только первый этап. Сегодня у нас есть возможность с помощью российских коллег, с которыми мы общаемся, где нам
не самим придется, да, вот как что-то создавать, а уже взять и российский, и мировой опыт, и уже, да, ЕАЭСовский опыт по контролю за товарами и применить его здесь. У нас небольшой такой товарооборот, оборот машин, он не такой великий. Это можно все создать комфортно, без ущерба для контроля, без ущерба для платежей. Но в то же время и основная задача таможенной политики сегодня, чтобы это было настолько прозрачно, да, чтобы ни у кого не вызывало никаких сомнений о том, что есть возможность манипулировать, да, какими-то вещами, стереотипами, которые существуют в обществе. Да. Вот мы идем к этому, пытаемся пройти к этому, понимаем ситуацию экономическую в стране, но решили начать с вот такого документа. Он прорабатывается, он делается. Вот. После этого надо говорить о том, насколько это финансирование должно быть. Продолжение, то есть, этой темы хотелось бы сказать, что, вот, наверное, мой собеседник знает, что когда-то и по сути таможенный сбор – это деньги, которые платятся за предоставление таможни тех или иных форм, то есть контроля услуг, если слово услуги в данном случае уместны, да, то есть этот до какого-то из периодов он находился в полном ведении таможенного комитета, и таможня сама выбирала, на что возможно тратить данные средства. Сегодня эти сборы попадают, то есть, в Министерство финансов, и нам, то есть, ну, передается, если вот мы возьмем там сбор, то есть общий там порядка 270 миллионов, которые были сданы в государство, да, нам же государство вернуло с зарплатой вместе, хотя она не должна туда входить, там порядка 170 миллионов. То есть было бы в нашем ведении, ну не в полном нашем ведении, естественно, подконтрольно более 100 миллионов. Это можно было развивать инфраструктуру таким образом, поэтапно, не спеша, приводить его к реализации уже современных международных требований. Какие пути решения есть этих проблем, Заур Иванович? Как вы думаете? Обозначенные проблемы представителям таможенного комитета, они на слуху и уже давно. И силами одного гостаможенного комитета разрешить это невозможно. У нас в Абхазии уже есть законодательство об инвестиционной деятельности, в соответствии с которым государство может совместно с частными предпринимателями разрешать разного рода инфраструктурные проекты, реализовывать точнее. И в данном случае, вот именно как раз о таможенных складах, о которых здесь говорят, складах временного хранения и так далее, это на самом деле это большая проблема для таможенных органов. Приходить к представителю, человеку, который сам занимается бизнесом, контролировать на его территории его объемы. Поэтому нужно все-таки думать о минимальном участии таможенных органов, в том числе, как и любой контролирующий орган, вот взаимодействие с конкретным человеком. Это в будущем, это все будет, когда возможности в концепции, я думаю, будет заложен. Об этом тоже говорилось, о технологической модернизации, имеется в виду цифровой экономики, когда через личные кабинеты участников внешнеэкономической деятельности прослеживается все его движение, и объемы, и доходы, платежи и долги, которые образовались. Ну, в Российской Федерации, если коротко сказать, с 2019 года уже таможенные органы переходят, и то там не завершен этот процесс, не везде. Поэтому я думаю, наши таможенные органы правильно делают, что сейчас занимаются вот концепцией, разработкой концепции дальнейшего развития таможенных органов. А вот и по второму вопросу, который финансирование, это как раз 90-е годы, конец, когда наше таможенное законодательство позволяло на самом деле часть доходов, которые из таможенных сборов, которые таможенные органы собирают, оставлять у них же. Подобное имело место и в налоговых органах. Постепенно наше государство, наша власть, точнее, ушла от этого. Но, может быть, и этот вопрос следует обсуждать, потому что сегодня, чтобы получить из бюджета эти средства на разные нужды тех же таможенных органов, тех же налоговых органов, где требуется модернизация всей системы, напрямую, чтобы оставлять это, будет под контролем нашего контрольного органа основного. У нас же есть контрольная палата, пожалуйста, проверяют, контролируют, все это будет открыто.
Еще хотелось бы поговорить про правоохранительную деятельность таможенного комитета. На какую сумму была выявлена контрабанда в 2020 году и какие это в основном товары? Переходя к правоохранительному блоку, да, нашей части, ну, опять же, к цифрам, если сумма штрафов в 2020 году составила 3,3 миллиона рублей, в 2019 году 2,9 миллионов рублей. Говоря о основных товаров, которые попадают под нарушение, это акцизная группа товаров, это сигареты, алкоголь, ну и вот в этом году мы видим уже, что это уже и майнинговое оборудование. Если подходить к нарушением таможенных правил, да, все, что приносит прибыль, да, всегда имеет опасность оказаться вне закона. Да. А в данном случае, говоря о правоохранительной деятельности, если ставить вопрос, что с этим совсем делать, то есть это вопрос, естественно, контроля. И одна таможня не сможет, наверное, решить вопросы ввоза и майнингового оборудования, и алкогольной продукции, и табачной, и вообще всего нарушения всех таможенных правил, если общая среда не будет изменена, то есть внутри, да. Это, как все знают, да, любой неотвратимость наказания должна быть, и она должна быть экономически настолько высокой, да, что вот я уже говорил ранее, чтобы невыгодно было нарушать закон. То есть если в двух словах, вот буквально об этом. Заур Иванович, вы как считаете, на законодательном уровне какие изменения нужно внести, чтобы вот контрабанды было меньше? Но насчет законодательного регулирования у нас таможенный кодекс четко определяет, что запрещено ввести и так далее. Но все-таки здесь больше правоприменительной практики надо говорить, потому что у нас в законе все четко расписано. А вот понимаете, таможенные органы, насколько они сегодня обеспечены кадрами, чтобы они не только на границе надо же контролировать, а по всей территории Абхазии надо. Хотя мы говорим, что территория у нас небольшая, но тем не менее возможности таможенных органов ограничены. Потому что контрабанда, он повсюду, а из востока, из запада, из моря и так далее. Он может поступить, еще откроют аэропорт, может и оттуда будет. То есть здесь силы, они ограничены, это факт. А насчет того, что контрабандой, знаете, я как обычный гражданин Абхазии, я помню послевоенный период, как ездили в разные объекты, проверяли, ходили. И таможенные органы, своя форма, одежда и так далее, это все было, опознавательные знаки, так скажем. Но сегодня у нас, к сожалению, контрольные органы, мы говорим, их очень много, но реальный контроль вот, реализуемых товаров, качество их, вот это у нас проблемой как было и остается, к сожалению. Ну это, наверное, вот все связано Это именно с не только- концепцией, которая... Не только это таможенных органов касается, это касается всех контрольных органов. Мы говорим, их много, на границе говорим много, а некачественный товар все равно проходит по ГОСТу и так далее. Все это нужно реально. Вот это вопрос все-таки наше общество это бурно обсуждает. Когда будет законопроект принят? Он в первом чтении уже принят в парламенте, о конкурсном отборе на госслужбу и таможенных, и налогов, и других структур это будет. Но там же закон о госслужбе тоже, надеюсь, будет принято. И аттестация, переаттестация, все это расписано. А если будет все у нас на законодательном уровне идти как в проектах, у нас меньше проблем будет и меньше разговоров. И главное, доверие общества. Вот, Власти. одну секунду, здесь чуть-чуть я просто откорректирую момент по поводу таможенного законодательства и суммы штрафов. Да, хотелось бы сказать, что недавно, 2 года назад, Кодекс об административных правонарушениях урезал таможенные штрафы до смешных цифр. Раньше же таможенные санкции были, нет, они были от стоимости товаров фиксированы. 50% от стоимости товаров был минимальный штраф, были 100, 150 и 200%. Да? Мы считаем, и сейчас данный законопроект с нашими изменениями направлен в администрацию президента для рассмотрения и передачи в парламент о возврате нам этих штрафов. Это как раз то, о чем я говорил. Да? Завозят товар, заплатят минимальный штраф, даже если попадутся. То есть это мы и говорим, что контрабанду надо делать экономически невыгодной. Да? Она должна быть другой. Абсолютно согласен, что нужно кадры развивать, это все, но
это не может делать отдельно взятый орган. Это целый спектр работ контролирующих органов в том числе. Да. Все должны контролировать, и человек, даже задумавшийся нарушить закон, должен понимать, с чем он столкнется, да, с тем, что вся административная машина, да, контролирующая, да, не знаю, сделает его работу невозможной. Сергей Гурамович, вот еще очень интересная тема, которую я не могу обойти. В каком количестве была завезена техника в 2020 году и какой процент в ней занимала техника, предназначенная для майнинга криптовалют? Ну, до момента, пока не запретили эту деятельность. Ну, отдельно технику, то есть нельзя выделить. Я вам просто расскажу цифры, да, что, то есть, если мы говорим, там, в 2018 году было там 8 тысяч штук было завезено, в 2019 там 10 тысяч, то в 2020 их завезли 45 тысяч. А вот увеличение связано с моментом разрешения на этот вид деятельности, постановление же было? Нет, тут вот это чуть-чуть, опять же, это из той серии, когда вводят несколько в заблуждение, да, то есть разрешение на вид деятельности, запрета на ввоз до 21 октября никогда до этого не было. Это оборудование можно было завозить всегда. Другой вопрос, для того, чтобы его подключать, то была создана целая система из органов контролирующих. Можно было завозить, но деятельностью нельзя было пользоваться. Так ничего, я, насколько знаю, не изменилось с того момента. Просто сейчас и завозить запрещено. После запрета сколько было выявлено, которые пытались завести, не задекларировав? В 2020 году с нарушением правил, то есть ввоза майнингового оборудования, это и до запрета, то есть, ну и после запрета 2512 штук. Да, это, ну, небольшое количество, но все же достаточно существенно. Вкратце сможем узнать ваше мнение по поводу того, вообще майнинг криптовалют можно искоренить в Абхазии? Свое мнение давно высказываю и буду повторять еще раз, что запретив эту деятельность, а потом запретит ввоз, вот это несогласованное решение, я считаю, первичное постановление, оно не было, ну, может, я не могу сказать продумано, не продумано, но зная нашу энергосистему, вообще об этом этот вид деятельности разрешить частным лицам, это, считаю, неправильный подход. Государство, если бы могло бы на этом зарабатывать, то оно должно было взять хотя бы, вот как я до этого говорил, государственно-частное партнерство под эгидой государства. Если есть мощности, которые позволяют его использовать, то можно было бы, пусть и граждане зарабатывали бы, все были бы учтены, и постановление оно было частичное. А до конца надо было и запрет перед таможенными органами, и правоохранительными структурами всеми, что ввоз запрещен. А зачем вообще разрешать, если его невозможно использовать с другой стороны? Но предполагали якобы Сухумгес и так далее. А потом мы узнаем от руководителя этой организации, что майнинги здесь невозможно ставить. Вот это противоречие друг другу. Это все непродуманное решение, я так считаю. Сейчас очень строго взялись за это, и на самом деле, как вы говорите, ходят, и очень много отключений. Надеемся, что ситуация с майнингом и криптовалют разрешится, да, стабилизируется, и у населения будет свет. В этом году на границе были длинные очереди. С чем они связаны и как сделать так, чтобы этих очередей не было? Не совсем напрямую вопрос, касаемый таможенного комитета и Федеральной таможенной службы. Отчасти те проблемы, которые были связаны с таможней, они решались, не знаю, в телефонном режиме гораздо быстрее. Но, как показала встреча, которая была проведена, да, на МАПе Адлер с представителями контролирующих органов абхазской стороны и российской, мы говорим о том, что сегодня такое количество цитрусовых было вывезено, да, и количество машин. В среднем выезжало 200-230 грузовых автомобилей. Всего же, чтобы вы понимали, весь пост МАП Адлер рассчитан всего лишь на 500 машин. Это 200 только выезжало, соответственно, столько же заезжало. То есть пункт пропуска в пик пропускал несколько тысяч машин, да, в 3-4 раза превышающие вообще
запланированный контроль. После проведения этих встреч, когда то есть, напрямую начали общаться руководители постов обоих сторон, предлагая решение вопросов обоюдно друг другу, идя навстречу, мы смогли, то есть где-то там, наверное, в декабре уже более организованно создать условия для выезда через границу. Опять же, это вопрос работы пункта пропуска. Это не имеет отношения к конкретно взятой службе, таможенной, пограничной или какой-то. У каждого свой вид контроля. Никто никогда не даст отказаться от своих контролирующих действий. Да? Другое дело, для этого, если абхазская сторона привыкла работать, да, в экстремальных условиях, да, за российскую сторону там все согласно регламенту, времени прохождения определенных процедур. Без контроля, то есть ни одно грузовое транспортное средство не может его покинуть. И когда количество транспортных средств превышает в 5-6 раз, соответственно, создается коллапс. Да? Другой момент, что да, сегодня по результатам этой встречи докладывается о том, что сам пункт пропуска нужно расширять, да, что нужно увеличивать штатное число сотрудников, занимающихся контролем как с пограничной, так и с таможенной стороны. Это Да. сейчас На российской стороне. В наших же условиях мы что смогли сделать, чтобы часть грузов не забивать еще и абхазскую сторону, да, вот здесь один из наших экспортеров, да, цитрусовых организовал работу вот в Сухуми по взвешиванию, обработке и оформлению грузов, да, то есть порядка там, из общего их 50 тысяч, там 13-14 тысяч мы обработали в Сухуми, и то есть эти машины вообще на границу в пробку не попадали, да, это как раз таки мы смогли оттянуть так часть проблемы на границе. Да. На этом мы завершаем вторую часть нашей передачи и переходим к заключительной части. Обсуждая деятельность таможенного комитета, мы не можем не затронуть гармонизацию. И хотелось бы узнать, на каком этапе находится гармонизация сегодня? Ну, говоря про гармонизацию, хочется несколько остановиться на том, да, вообще, что это такое и откуда это началось, да, чтобы было понимание. Гармонизация таможенного законодательства разрабатывается вследствие договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Там было одним из пунктов предусмотрена как раз таки гармонизация абхазского таможенного законодательства. Также после этого была подписана руководителем Государственного таможенного комитета и Федеральной таможенной службы дорожная карта, по которой, да, сегодня, то есть, продвигаемся. Первые там 9 глав таможенного кодекса уже, то есть, изучены специалистами из таможни, которые этим занимаются, внесены свои поправки, свое видение. Да. Также бы хотелось сказать о том, что гармонизация – это модификация существующих законов, которая была принята в 90-е годы и сегодня не отвечает уже современным требованиям. Хотелось бы также подчеркнуть, что это не копирование российского, не копирование таможенного кодекса ЕАЭС. Да? Это на основе, на опыте этих таможенных документов, этих стран, да, пишется наш новый проект, чтобы облегчить работу участников внешнеэкономической деятельности. Законы в странах должны быть приближенными для того, чтобы легче заниматься предпринимательской деятельностью. Вокруг гармонизации очень много разговоров в обществе, и хотелось бы узнать ваше мнение, Заур Иванович, как вы считаете, насколько необходима гармонизация в таможенном законодательстве, и расскажите нам о плюсах и минусах. Еще от 90-х годов у нас всегда была основной задачей и целью органов госвласти, региональных, насколько максимально в экономическом плане сотрудничать с
разными органами, структурами Российской Федерации, с нашим стратегическим партнером и союзником. Но после того, как был заключен договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, на основании его, там третий пункт, насколько я помню, третья статья, где говорится о формировании единого экономического и социального пространства между Абхазией и Россией. Прямо пункт стоит в рамках как раз реализации положений данного договора. В этом году практически заключен договор между правительством Абхазии и Россией как раз в реализацию этой программы. Невозможно никогда реализовать ни одну программу, не согласовывая разные позиции, в том числе по таможенному законодательству, налоговому законодательству, в целях как раз облегчения деятельности наших граждан, занимающихся любым видом деятельности за пределами страны, и в том числе других граждан, других стран, кому разрешено здесь в Абхазии заниматься. Тем более у нас законодательно все это закреплено. Поэтому тут копирование речь не идет, никакой налоговый суверенитет или суверенитет государства здесь не уменьшается. Наоборот, каждая страна в соответствии с своим имеет право с любым государством развивать свои отношения, устанавливать, с кем ему выгодно. Нам, в данном случае с Российской Федерацией, поэтому абсолютно оправдана гармонизация законодательства. Ставки могут быть разные и так далее, подходы могут быть, но они в целом будут в общей рамке. И это, думаю, это оправдано, и нашим гражданам этого нечего беспокоиться, за это как будто мы уступаем свой суверенитет. Свой суверенитет мы, можно это прямо сказать, уступили, когда мы создали охрану границ общей с Грузией, российские войска. Этот договор заключили, мы спокойно это приняли, потому что это безопасность государства и общества. А здесь в чем проблема? Вообще здесь наоборот улучшается деятельность наших предпринимателей за границей, но здесь я хотел добавить, как раз заключен договор между ГТК и Федеральной таможенной службой России о создании специализированных таможенных органов на обоих территориях. Вот активизировать больше надо их деятельность внутри Абхазии, российской, и нашу, где необходимо, в регионах России или в регионе России. И последний вопрос нашей передачи. Мне хотелось бы узнать ваше мнение, как пандемия в дальнейшем может повлиять на внешнеэкономическую деятельность и как сохранить те показатели, которые мы имели в 2020 году. Заур Иванович, начнем с вас. Если сказать коротко, то мы уже практика показала, наши органы власти и сами граждане приобрели определенный опыт, как себя вести в этих жестких условиях. Я думаю, что эти темпы, которые мы достигли в этом году, нужно оценивать положительно. В условиях таких ограничений все равно у нас была возможность, чтобы наши граждане не пострадали. Возможные объемы, которые имели, кто смог вывести, смогли это вывести. Часть продукции, к сожалению, испортилась. Это мы об этом говорили, все-таки пункт пропуска тоже не безграничный. Но и даже в этих условиях все-таки таможенные органы, мы сегодня конкретно о них говорим, их деятельность я, например, бы оценил положительно, потому что это реально, по факту получается, реально это есть, люди это не могут не заметить. И пополнение госбюджета, все-таки мы ожидали намного сильное падение доходов госбюджета, все-таки благодаря деятельности более активной таможенных органов и налоговой службы и других структур в целом справились с ситуацией и под контролем. А будущий год, имея этот опыт, уже можно будет наметить другие мероприятия. Спасибо. Сергей Гурамович, что вы нам скажете? Ну, с нашей стороны, то есть прогнозировать работу в период пандемии, да, только мы тот орган, который занимается администрированием платежей, да, если будут еще ужесточены меры по въезду-выезду людей, конечно, то есть показатели плановые будет очень сложно выполнять, да, ведь все наши платежи, то есть в пандемии отразилась на покупательской способности внутри страны и на том, что не приехали люди, которые могли приобрести больше товара. То есть если же эта пандемия будет без закрытия границы, конечно, можно прогнозировать увеличение, да, доходной части бюджета. Если же так случится, что будут закрыты границы, конечно, надо готовиться к тому, что плановые показатели будут ниже.
А с нашей стороны что? Просто более четкий контроль и администрирование, то есть каждой копейки, которая на счету у государства. Спасибо большое, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. А я прощаюсь с вами, дорогие зрители. Берегите себя и будьте здоровы.